Здравствуйте. На телеканале «Новый век» программа «Вызов 112», в студии Эльвира Фазлиева. И сегодня мы расскажем, как водитель кроссовера не заметил мотоциклиста. Я увидел то, что он приближается, успел только ногу приподнять, чтобы ногу не отрезал мне. И последствиях крупной аварии на улице Тецовская. Тормозной путь начинается чуть дальше светофора. Явно кто-то ехал очень быстро. Там не разъехались каршеринг и Мерседес. А также гибель во время купания и консервы из запрещенного урожая. То есть вот эта штука, ты ее измельчал, да? Да. Для употребления. Да. Полицейские задержали мужчину, который занимался выращиванием и продажей конопли. Это и не только. Прямо сейчас. 34-летний водитель мотоцикла пострадал в результате столкновения с «Тойотой» рядом с транспортной развязкой на улице Назарбаева. Мужчина рассказал, что ему надо было попасть на улицу Тихомирного, и он перестраивался на правую полосу для съезда. И в этот момент его снес кроссовер, водитель которого хотел съехать с дороги чуть раньше. Видимо, этот поворот он пропустил, поздно опомнился. Резко направо я увидел то, что он приближается, успел только ногу приподнять, чтобы ногу не отрезал мне. И мотоцикл улетел сюда, я метра 3 пролетел прямо, все. Водитель мотоцикла уверен, ему очень повезло, помог тут и случай. Его не откинуло в столб с дорожным знаком, у которого и произошла авария. И правильно сгруппировался при падении, отделался ссадинами по всему телу и решил, это не повод для вызова медиков и госпитализации. Для кого-то, наверное, страдал, стою, нормально, ссадина, а так все хорошо. Мужчина рассказывает, хотел съехать с улицы Назарбаева на развязку, чтобы попасть на улицу Тихомирного. Скорость была не больше 30-40 км в час. Стал перестраиваться на правую сторону, и в этот момент его и снес водитель автомобиля. Он также хотел попасть на развязку, чтобы оказаться на проспекте Универсиады. Но этот съезд чуть раньше того, куда двигался байкер. Он вообще слева, вот, со среднего ряда, видимо. Но этот поворот постоянно почему-то пропускает. Вроде такой заметный, а вроде невнимательность, просто невнимательность. У автомобиля повреждена правая сторона, но это исправимо. Водитель мотоцикла же считает, его байк свое уже отъездил. Вы знаете, я не эксперт, я не могу сказать. Но, думаю, вряд ли восстановление подлежит. Хотя, кто его знает. Водитель автомобиля просил его не показывать, но рассказал, что мотоциклиста не заметил, и этому была причина. Заметил, конечно, он улетел. Потом как 30 километров ехал. Да, конечно. Тем не менее, свою вину автомобилист признал полностью. Алсу Ахмедянова, Константин Бушуев. Вызов 112. Каршеринговые Hyundai Solaris и Mercedes столкнулись на перекрестке улиц Тецовская и Белинского. Удар был такой силой, что корейский автомобиль развернуло почти на 180 градусов. У него капитально разбита вся передняя часть. А Mercedes практически вылетел с дороги. Его остановило только металлическое ограждение проезжей части. Автомобили ехали навстречу друг другу. При этом каршеринг поворачивал налево. Автоледи на Мерседесе двигалась прямо. Тормозной путь начинается чуть дальше светофора. Явно кто-то ехал очень быстро. Двигался в момент аварии, по словам очевидцев, только один автомобиль – «Мерседес». За его рулем сидела девушка. Она ехала со стороны Челюскина в сторону вертолетного завода. Встречный каршеринг стоял. Водителю надо было повернуть налево на Белинского, а он пропускал встречный поток. Отдельной секции у светофора для разрешения поворота в этом месте нет. Обоим водителям горел зеленый. Силе удара даже, смотрите. Стоячий больше повреждается, чем идущий. «Мерседес» задел Hyundai левым боком. Каршеринг развернуло. У него основательно разбита вся передняя часть. «Мерседес» после столкновения едва не вылетел с дороги. Его остановило только металлическое ограждение проезжей части. Несоблюдение бокового интервала. Девушка-водитель свою версию причин аварии рассказать не захотела. Здравствуйте, не пострадали? Несмотря на довольно сильный удар, люди в аварии не пострадали. Окончательно виновника этого происшествия назовут в автоинспекции после детального разбора аварии. Сирина Сахапова, Константин Бушуев. Вызов 112. Автоинспекторы установили личности водителей, устроивших гонки вдоль стен Казанского Кремля. Видеозапись заезда Субару и Мерседеса появилась в социальных сетях. Там ее и увидели сотрудники ГИБДД. Отследив автомобили по камерам наблюдения, стражи порядка установили государственные номера машин и выяснили, кто ими управлял. 33-летний водитель Субару сам пришел в автоинспекцию и полностью признал вину в нарушении правил дорожного движения. Его привлекли к ответственности за опасное вождение и нарушение правил остановки.
2 августа в центре города Казани был задержан разыскиваемый автомобиль «Мерседес» под управлением молодого человека 1998 года рождения. В отношении водителя «Мерседес» составлены административные материалы, затонированные стекла, нарушение технического регламента и отсутствие документов нарушений ПДД. За нарушение, допущенное 30 июля 2022 года, водитель автомобиля «Мерседес» привлечен к административной ответственности по части 4 статьи 12.2 «Управление транспортным средством, заведомо подложными государственными навигационными знаками», а также протокол за опасное вождение. В отношении собственника транспортного средства, юридического лица, возбуждено дело о административном расследовании. В воду нырнул мужчина, обратно не выплыл. Такое сообщение поступило спасателям от отдыхающих на реке Малый Уиш вблизи села Новая Ильдеряково, это в Аксубаевском районе. Водолазы искали его почти 5 часов. Обнаружили тело 50-летнего мужчины на 4-метровой глубине в 40 метрах от берега. По предварительной версии, трагедия произошла из-за купания в необорудованном месте в состоянии алкогольного опьянения. Без малого 7 килограммов марихуаны обнаружили и изъяли полицейские у 45-летнего жителя Казани. Мужчину задержали рядом с одним из домов на улице Кирпичникова. У полицейских была информация, что он распространяет наркотические вещества. При себе у него было чуть больше половины грамма запрещенной к свободному обороту травы. Основные запасы были у него дома. В доме, где жил подозреваемый, полицейские обнаружили целое аграрное производство полного цикла. Здесь он выращивал марихуану. Была полностью оборудованная теплица для получения качественного урожая. Здесь же сушил и обрабатывал. Мелко, чтобы он был. То есть вот эта штука, ты ее измельчал, да? Да. Для употребления. Да. Измельченную траву он консервировал в 3-литровых банках. Их полицейские насчитали 6 штук. На длительное хранение он отправил больше полукилограмма высушенной марихуаны. Так, полицейскими было изъято 22 куста растений конопли общей массой в высушенном виде 4 килограмма 614 грамм. Черный полимерный пакет с частями растений 665,52 грамма. 6 стеклянных банок емкостью 3 литра, внутри которых находились наркотические средства каннабис общей массой более 1 килограмма. Немного по сравнению с этим количеством. 26 граммов растительного вещества нашли полицейские и в квартире, где был прописан мужчина. Подозреваемый свою вину признал и пояснил, что культивировал и хранил наркотические средства для сбыта своим знакомым и для собственного употребления. В отношении мужчины возбудили уголовное дело по статьям «Незаконное производство и сбыт наркотических средств в крупном размере» и «Незаконное культивирование наркосодержащих растений». Также его привлекли и к административной ответственности за незаконный оборот наркотиков и употребление наркотических средств без назначения врача. Суд арестовал мужчину на 10 суток и оштрафовал на 4000 рублей. Меру пресечения по уголовному делу ему изберут, когда срок административного ареста подойдет к завершению. Рамиль Шайдуллин, вызов 112. Без малого 4 килограмма наркотиков обнаружили автоинспекторы, восстановленные на посту полиции в Челнах и иномарке. Повод тщательно досмотреть машину был проверенный. 47-летний водитель «Фольксвагена» сильно нервничал. Вскоре стало ясно, почему. Попавшись с поличным, мужчина рассказал, что он вез, откуда и куда. Оружие, наркотики, боеприпасы. Что-то подобное у вас имеется при себе? Да, имеется. Где именно и что? При себе в кармане. С началом досмотра мужчина понял, что шансов благополучно уехать с поста полиции у него уже нет, а чистосердечное признание облегчает вину. И тайн от стражи порядка у него уже не осталось. Запрещенные вещества зеленого цвета, возможно, это трава, не знаю, как точно называется. Какая трава? Наркотическая? Наркотическая пьянящая трава. Наверное, конопля или лапша, я не различаю. А сами наркотики употребляете? Иногда, редко бывает. Где взяли эту траву? Откуда вам попал в карман? Траву нашел. Сами выращиваете, нет? Нет, сам не выращиваю. Не распространяете, да? Нет, не распространяю. В карман положили, там лежит куртка, так? Да. Помимо пакета с травой в кармане, как признался мужчина, запрещенные вещества были и в его автомобиле. Где и что находится запрещено в этом автомобиле? На полу. Под ковриком. 4 полимерных свертка нашли именно там, где и указал водитель «Фольксвагена». Кроме этого, в машине на сидении был пластиковый контейнер с кристаллообразным веществом. Исследование показало, что находившееся в свертках вещество является наркотическим средством общей массой около 3 килограмм. Установлено, что мужчина, житель Республики Чувашия, двигался из Чебоксар в направлении Уфы. Подозреваемому избрана мера пресечения в виде ареста. Теперь мужчина может лишиться свободы на срок до 15 лет. Иван Сарафанов, вызов 112.
Это все, о чем мы успели вам рассказать. В студии была Эльвира Фазлиева. До встречи и не бросайте вызов судьбе. Вдруг она его примет.